уведомляли. Ну и что, от кого уведомлять? Организатор за 5 рабочих дней до дня их проведения. Вы что, вообще со своей головой чуть-чуть это... Никого не оскорбляли, никого не ругали. В общем, веселуха после того, как подошел к нам сотрудник Акимата, она не закончилась. Подъехали сотрудники полиции, и они говорят, что мы нарушили правила дорожного движения, будем составлять протокол. И, в общем, сейчас будут составлять протокол. Там вот они сейчас... Они ссылаются на то, что мы в черте города там, когда были, мы остановились там в одном месте покушать, и что вроде бы мы как перешли улицу в неположенном месте. Сейчас, в общем, мы потребовали, чтобы они нам показали видео, которое сняли камеру уличного наблюдения. Из-за того, что мы в неположенном месте... Смотрите, как умышленно. Полковнику не нравится, когда адвокат снимает. Сюда, за Ай, как не нравится. Когда приезжает полковник, это вообще... Да, это полковник. Это задание им дали, чтобы мы нас запугали. Видите, прям вплотную подходит. Провоцирует. Видите, вы мешаете. Провоцирует. На меня составили протокол, я не согласился с этим протоколом, потому что вдруг выяснилось, когда я начал спрашивать, о чем подтверждается мое правонарушение, что я переходил улицу в неположенном месте, они показывают со своего телефона чье-то видео, которое человек снимал из-за угла на сотовый телефон, издалека. Там не разберешь, это мы или не мы. Ну и вот они говорят, что вот мы, основа доказательства, это вот это видео. Мы говорим, а кто это снимал? Это видео, которое снимали Центр оперативного управления, полковник полиции, вон тот полковник полиции, начальник их, и он говорил, что ваше правонарушение зафиксировано камерами Центра оперативного управления. Потом выяснилось, что, оказывается, не камерами Центра оперативного управления. Оказывается, основанием для возбуждения административного производства послужило видео, снятое, как он сказал, бдительными, неравнодушными гражданами. Вот такая фигня. Что за бдительные, неравнодушные граждане, которые за нами следили, я не знаю. Но вот полковник полиции вот этот вот, он на полном серьезе считает, что это может проканать, короче. В общем, Степногорск – это такой город, где очень много бдительных, неравнодушных граждан. По словам вот представителя Акимата, в Степногорске проживает 60 тысяч человек. И все они, как в Рио-де-Жанейро, нет, не в белых штанах, но они бдительные и неравнодушные. Я рад за жителей города Степногорска. В общем, поскольку приятно.